Здравствуйте. Сегодня гость программы «7 дней плюс», доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Хуснутдинов Исмагил Шакирович. Исмагил Шакирович, здравствуйте. Здравствуйте. Исмагил Шакирович, вы вот работаете в техническом вузе, но при этом вам интересен вопрос национального образования. Вот чем вызван этот интерес? Наверное, это связано с личными ощущениями. Потому что я закончил Казанскую 122-ю школу, отличная школа. И когда я ее закончил, я понял, что мне не додали татарского языка. Вернее, его там вообще не было. И я к своему стыду, а 16-летний подросток очень остро чувствует это ощущение, я понял, что мне не хватает. И чем дальше шло мое развитие, то есть я рос, и это ощущение укреплялось. И если сравнить меня после окончания школы, хотя тогда я уже говорил на татарском языке, и мои одноклассники, честно говоря, удивились, когда услышали, что я вообще знаю татарский язык. И сравнить сейчас меня, конечно, у меня сейчас татарский язык намного лучше, но просто я пользовался каждой возможностью улучшать. А вообще, на самом деле, интерес еще и профессиональный, потому что я работал на нефтяном факультете деканом, молодой мужчина, там 32 года деканом стал, и у нас появились двуязычные группы, которые учили на русском и татарском языке. Это какие годы? Это был конец 90-х, начало 2000-х. Вот так вот началось. И, к моему удивлению, эти группы очень динамично развивались. Мы проводили статистику в деканате, а мы все время, деканатские сотрудники, это их работа, и мы с удивлением обнаружили и часто обсуждали в деканате, что эти двуязычные группы, они из года в год начали занимать первые места по успеваемости. И мы не понимали, почему. Потому что более сильные ребята часто уходили в русскоязычные группы. То есть там как-то больше медалистов набиралось. Мы потом поняли, что просто это, наверное, менталитет сыграл какой-то. Может быть, повышенная нагрузка, потому что человек учился на двух языках, заставляла там как-то шевелить мозгами. И, к сожалению, этот эксперимент прервался, потому что он держался на энтузиастах. И как только энтузиаст уходит, по каким-то причинам, да, эксперимент прерывается. Хотя на самом деле это было не только на нашем факультете, это было на других факультетах КХТИ, КНИТУ, это было в других вузах. Вот. И я считаю, что вот этот опыт, он может рассматриваться как фундамент для создания системы высшего образования на татарском языке. Ну вот как раз же о Национальном университете. У нас говорят уже сколько лет? Уже 30 лет об этом говорят, и каждый раз вроде бы только начинаются дискуссии, и снова в долгий ящик это все откладывается, хотя у нас есть даже постановление, не так ли, о создании своего Национального университета. Как вы видите в будущем, насколько вот такой университет мог бы быть перспективным, интересным именно вот в нашем регионе? Я считаю, что здесь надо пользоваться опытом, который накопила Россия. На самом деле, еще 250 лет тому назад в России не было образования высшего на русском языке. Вообще. И когда появились первые университеты, учили на немецком, французском, латинском, но не на русском. И гордость России – это первые профессора, которые начали учить на русском языке. То есть фундамент высшего образования России, он основан на фундаменте Западной Европы. Сейчас в России система высшего образования хорошо развита. У нее есть недостатки, но она работает, она свои функции выполняет. Ее нужно улучшать, и на этом фундаменте надо строить систему высшего образования на татарском языке. Причем, мое личное мнение, и эту концепцию уже много раз я докладывал, не надо строить отдельное здание, не надо строить отдельный национальный университет с отдельным ректором. Ну, это, кстати, уже проходили, да? У нас же был гуманитарный институт. Это, знаете как, это решит какие-то частные проблемы, общие проблемы не решит никогда. А как говорил Владимир Ильич Ленин, не решив общих проблем, решать частные бесполезно. Я не дословно цитирую, конечно. Поэтому предложение какое было? Воспользоваться тем опытом, который накопился в конце 90-х, начало 2000-х, и возобновить обучение не на татарском языке, а на двух языках, русском и татарском. В каждом вузе должны быть агрономы, медики, химики, нефтяники, строители, учителя. То есть в каждой специальности должна быть такая группа. Да, это сложное дело, да, оно нелегкое, но оно выполнимое. Почему оно прекратилось? Потому что не было серьезной государственной поддержки. Она была, но минимальная. Я считаю, что эта поддержка должна быть очень высокой. Почему? Объясняю.
проблемы с татарским языком, с образованием на татарском языке, они на самом деле искусственны и вызваны политикой государства. Но не было проблем с образованием на татарском языке у татар там, даже в царское время, даже в гражданскую войну. И примеров этому масса можно привести. А вот с изменением национальной политики там, при Сталине, когда из системы образования начали языки удалять, эти проблемы появились. И я считаю, что государство должно сделать обратный шаг. То есть она должна исправить свои ошибки. Для этого нужны силы, средства и политическая воля. Вот так. Но мы пока вперед не идем, мы пока идем только назад. Вот тот же самый пресловутый закон о родных языках, то же самое отмена ЕГЭ на национальном языке. Знаете как, на самом деле, я улыбаюсь, когда слушаю этот вопрос, да, то есть люди хотели получить один эффект, они получили другой. Я не знаю, обратили вы внимание или нет, но я обратил, что вот когда начался этот процесс, на улицах зазвучала татарская речь, и среди молодых людей. И я слушаю, что слышал, что некоторые люди, они не совсем хорошо говорят на татарском, но они принципиально говорят на татарском в своей семье, там, между собой, в магазине. Да, эта волна спадет, но у людей задели национальные чувства, и как бы люди это не забывают. На самом деле, мне кажется, вот общий вопрос, который надо решить по рецепту Владимира Ильича Ленина, это нам нужно самим решить. У нас как страна, все нации равны, все конфессии равны. Или у нас есть первый сорт, второй сорт и третий сорт. Какой пример? Европейский Союз, ЕС. То есть как они между собой воевали, какие у них были трения между нациями, то есть они там истребляли друг друга очень серьезно. Это сейчас союзники, потому что они все равны, все в одном союзе. И я считаю, что у нашей страны, если мы хотим сохранить внутреннее единство, именно такой путь должен быть. А дальше идут уже частности, как это сделать, методики и все остальное. То есть должно быть понимание, что не бывает нужных и ненужных языков, да? Да. И знаете, как я просто опять-таки личный опыт. Вот у меня много родственников жило в Средней Азии. Среди них разные люди были, да, но большинство хорошо знали узбекский, туркменский, таджикский, по крайней мере, на бытовом уровне. А некоторые были учителями туркменского в Туркмении. То есть татарка, она учитель туркменского в Туркмении. И я сам еще мальчиком, а это же все детские впечатления, видел, как мой дядя разговаривает с соседом на туркменском языке. Я так чуть-чуть понимал, но не полностью, потому что язык все равно отличается. Да? И для них это было естественно. И когда Советский Союз начал рассыпаться, они уехали оттуда. У них не было национальных проблем, просто экономика поменялась. Вот так. Вы как преподаватель, да, как учитель, вот глядя на своих сегодняшних студентов, что вы ощущаете? Вот это интерес, например, к родному языку, вырос он, не вырос он, как вы ощущаете их уровень владения родным языком? Знаете как, я думаю, что уровень владения родным языком сейчас у городских школьников не хуже, а может быть даже лучше, чем у школьников Советского Союза. Наверное, лучше даже. Даже лучше, да, мере, вот да. так вот. И единственный момент какой, вот часто звучит там национальная там школу, связывают это с селом, с деревней. Давайте будем прямо говорить, сейчас Россия это уже не аграрная страна. И большинство населения, в том числе татары и русские, живут в городах. Поэтому ставить ставку только на сельские школы нельзя, это ошибочно. И поэтому и в сельской местности, и в городах должна быть одинаковая политика. Вопрос ведь, наверное, можем сформулировать каким образом. А будут ли люди, которые захотят учиться на двух языках? Будут. Если люди сейчас идут, обучаются на двух языках, если, так скажем, вопрос об отмене татарского языка в школах прозвучал очень остро, да, значит, желающие появятся. И опять-таки я говорю, здесь должна быть государственная поддержка. То есть государство должно исправить свои, прямо говорить, ошибки. Опять-таки, откуда взяться этому интересу к родным языкам? Да? Вот у нас нашу методику преподавания татарского языка не ругает только ленивый. Но если язык, например, не имеет никаких перспектив, то интерес к этому языку будет. Будет ли, например, интерес у студента, если по этому предмету, условно говоря, ему не надо сдавать экзамен? Знаете, как на самом деле любое образование, оно в какой-то мере насилие. Как, в принципе, и тренировки в спорте. То есть, кто спортом занимается, тот понимает, что спортсмен добровольно подписывается на не самую приятную работу. Образование, за редким исключением, школьник учится прям с удовольствием.
То есть всегда учатся под каким-то там давлением родителей, обстоятельств. Потом приходит понимание необходимости. Но почему у нас английский язык обязателен, а чувашский, татарский, марийский – это добровольный? У нас что, англичане населяют страну? Нет. Да, химии не понадобится 90% выпускников школ. Это обязательный предмет. А вот татарский, кстати, может понадобиться. Ну, знаете, я пример приведу. Не буду называть фамилию, мой однокурсник. Он устраивался в западную компанию. Ну, я, говорит, у меня образование, говорит, нормальное. Я, говорит, хорошо прошел собеседование, говорит, и конкурировал с парнем, у которого отличный, говорит, английский. Западная компания, рабочий язык английский. И у него спросили, а ты какие языки знаешь? А я, говорю, татарский знаю. А где ты будешь работать? В Татарстане, в Башкирии, говорит. И меня, говорит, взяли. Потому что у европейцев, у них понимание важности региональных языков заложено уже на генетическом уровне. Вот. И у них, значит, и отношение другое, да, вот к человеку, который владеет своим родным языком. Они прекрасно понимают, что человек с хорошим английским придет в Татнефть, его не поймут. Ну, поймет, но только часть сотрудников, да. Вот. А человек с местным менталитетом придет в местную компанию, у него больше шансов добиться успехов. Ну, а как вот все-таки вот ломать этот менталитет? И нужно ли его ломать? Нужно ли создавать искусственную вот эту среду? А зачем? Не стоит. Знаете, как государство не должно препятствовать развитию той или иной нации. Независимо, как она называется, татарская, русская, чувашская, цыганская, еврейская, должно способствовать. И я вот считаю, что Татарстан в этом плане может быть достаточно передовым регионом. Мы должны создать условия для всех, независимо, титульная это нация или не титульная, диаспора это или не диаспора. Вот есть у нас армянская диаспора, и хотят они учить детей на армянском языке, или чтобы дети изучали армянский язык. Мы должны обеспечить это. Просто должны, и все. Без разговоров, да, что у них есть своя историческая родина. Есть азербайджанская диаспора. Мы должны им обеспечить. Нас не волнуют их взаимоотношения. То есть речь идет об обучении именно на этих языках, да? Хотят обучаться, значит, мы должны помогать обучаться. Хотят изучать язык, должны помогать. Пускай это будет 1 класс на всю Казань, или это будет 20 классов, да, но мы должны помогать. Потому что если эти люди живут у нас, они наши граждане, они платят здесь налоги, они имеют те же самые права, что и титульная нация. И этот вопрос, я считаю, решать надо не только внутри Республики Татарстан, но вообще по всей стране. Во многих вопросах вот Татарстан все равно как бы одинок в решении многих вопросов. Вот у нас 22 национальных региона, но тем не менее, вот даже включение в список, федеральный список учебников на татарском языке все равно отставил только Татарстан. Да? Как вы думаете, может все-таки это должна быть какая-то совместная работа и других национальных регионов? Совместная работа должна быть не только национальных регионов, но и федерального центра, потому что он отвечает за всю страну. Это первое. Второе, эта ситуация вполне легко объяснима тем, что в татарской среде при царях, при революции, гражданской войне было свое образование на татарском языке. И примеры показывают, что этого образования людям хватало для успешной жизни в те времена. Люди уезжали в Среднюю Азию, в Турцию, становились учеными, их избирали муллами, а это образованный человек. То есть обычный человек из обычной татарской деревни, ну, про своих родственников говорю, знакомых из Ульяновской области, во время коллективизации вынужден был сбежать в Среднюю Азию. Через некоторое время его избрали муллой местные, потому что он поняли, что он образованный человек. Где он учился? У себя в деревне. То есть он получил достаточное образование. У каждого народа своя судьба. И здесь вот рецептов там всем давать невозможно. У татар так. Ну, и сейчас вот наши учащиеся, да, в Татарстане по ЕГЭ, по русскому языку, они же дают очень хорошие результаты. Вот насчет ЕГЭ. Часто говорят, что вот ЕГЭ препятствует национальному образованию. Национальному образованию препятствует отсутствие национального образования и обучения на том или ином языке. Примеры, вот, ну, вторая гимназия возьмем. Такая вот, она отличная гимназия. Вот конкретный пример. Рамиль Багаеев в прошлом году закончил школу, набрал из 4 предметов 399 баллов. Кроме русского языка, остальные предметы изучал на татарском языке. Понятно, что он дополнительно занимался, что он очень талантливый человек. Но он не единичный. Я специально задавал вопрос в этой школе. Сколько за последние 10 лет вы подготовили 100-бальников? Ответ: 10 человек. Маленькая школа, небольшой выпуск. Изучает предметы на татарском языке и получает по 100 баллов.
ЕГЭ помешало им? Нет. И поэтому, когда человек говорит, что вот мне там образование на татарском языке помешало поступить в вузы, да, я всегда ему задаю вопрос: а ты достаточно занимался, и у тебя достаточно было мотивации, и ты достаточно талантлив? Почему остальным не помешало, а тебе помешало? У нас в вузе учатся иностранцы, которые, некоторые из них круглые отличники, они доходят до защиты магистратуры. Умные ребята, они плохо говорят по-русски. Им не нужен русский язык, как филологу, но они хорошо решают задачки, наши задачки. Там языка не надо. Я могу привести фразу на русском, татарском и английском языке, она будет понятна без перевода. Если нужно, сделаю. Да, вот как раз там, вот по физике там, да? Ну, давайте так. Процесс реформинга на бифункциональных катализаторах. Избитая фраза, я везде ее привожу. На татарском языке она будет звучать: реформинг процесса бифункциональ катализаторларда. На английском не буду произносить, потому что плохо получится, но смысл поймет технический специалист. В технических науках, в медицине, биологии, вся терминология, практически вся, она имеет латинские корни, не наши, вот, к сожалению. И поэтому здесь я считаю, что главное — это именно обучение на том или ином языке и продолжение этого обучения дальше в высшей школе. Ну вот многие вопросы, то, что касается национального образования, национальной политики, они носят формальный характер, не так ли? Вот если взять те же самые даже татарские школы, которых у нас в Казани очень много, но обучения на татарском языке там как такового и нет, ведь так? Вопрос я такой задам встречный: а почему обучение на русском языке не носит формального характера? Потому что за этим следит государство. Попробуйте в вузе плохо учить на русском языке. Закроет вуз. Вот. Ну так, крайний вариант, да? Это политика государства. И она должна быть изменена. Вопрос встречный мне могут задать: а зачем менять эту политику? Для того, чтобы мы не повторяли судьбу Советского Союза, Российской империи и Золотой Орды. Границы страны могут остаться теми же самыми, а внутри страны будет внутреннее разделение. Нам это надо? Мне, например, совсем нет. Потому что я сейчас вот езжу по всей стране, я нигде не чувствую там какого-то отношения особого. То есть абсолютно ровное, никакого шовинизма, ничего нету, да. Но зачем как-то чесать там, где не чешется? Вот так вот. Угу. Ну, для вот формирования, конечно, национального самосознания действительно язык важен. Но ведь очень много случаев, да, когда татарин, не знающий свой язык, все равно оставался татарином. Так ведь вы, в частности, о себе тоже говорили, что язык знали плохо, но при этом ваши дети сегодня хорошо владеют татарским? Мои дети владеют татарским лучше, чем я. Вот так вот. И спасибо за это школам. 155-й гимназии, 2-й гимназии. Но я знаю людей, которые вообще татарского не знают, и они чувствуют себя татарами. Я знаю людей, которые ни иврит, ни идиш вообще не знают, они чувствуют себя евреями и не собираются не менять свое национальное самосознание. Более того, есть страны, где 90% населения забыло свой родной язык. Ну, возьмем Исландию, Ирландию, ну, Ирландию, вот, допустим, или Шотландию возьмем. Шотландцы, они говорят на английском языке. Какие взаимоотношения между англичанами и шотландцами? Самые отвратительные. То есть у них Шотландия вот спит и видит там, чтобы отделиться. Да? У них нету дружбы, анекдоты надо почитать, какие они друг про друга рассказывают. Вроде языковый вопрос решили, а национальный вопрос только обострили. Ну, в национальной политике, наверное, еще есть как бы главные факторы, основные факторы, скажем так, да, которые влияют на формирование этого самосознания. Ну вот та же самая среда, как вы считаете? Среда, конечно, влияет. Она трансформирует. Но знаете, как на самом деле вот русский язык, он же находится в русскоязычной среде, да? Но язык же очень сильно трансформируется. То есть изменяется. Даже вот мы с вами разговариваем, мы используем не русские слова. Зачем я использовал слово «трансформируется», когда мог сказать просто «меняется», да? То есть и татарский язык также меняется. Он меняется под воздействием русского языка, английского языка. И наши там потомки через 300 лет, может, не поймут наш татарский сейчас. Он будет другим, но он будет. Ну, за чистоту-то языка мы должны бороться? Да, и должны бороться все. Цыгане должны бороться, русские должны бороться, татары должны бороться. Многообразие должно сохраняться. Ну, а то, что касается вот окружающей среды, как мы уже сказали, да, насколько Казань все-таки является, как вы и родились в Казани, татароязычным городом. Вот насколько вы видите надпись на татарском языке, есть ли они? Я еще раз говорю, это государственная политика или государственная там политическая воля. Вот. То есть на самом деле
ничего страшного я не вижу, если, и даже я считаю, что это хорошо, да, если я приезжаю в Мариэл, я вижу там надписи. Это даже интереснее же, так? Это интересно, это особенность региона. То же самое и в Татарстане. Вот. Я еще раз говорю, мы не решили основной вопрос. У нас в голове не щелкнуло, что мы все равны. Но при этом же у нас законы есть. Ну, законы есть. Когда вот этот основной вопрос мы решим, и тогда по Ленину мы будем уже потихонечку решать частные вопросы. И с национальным университетом, и с методиками, и со всем остальным. Но я хочу сказать, что в Татарстане в этом плане, опять-таки, мы уникальный регион. Я часто, иногда не часто, но достаточно регулярно мои русскоязычные коллеги, друзья, они пытаются со мной поговорить по-татарски. 3 слова они знают, но они пытаются поговорить. Мы находимся, вот часто в гостях, встречаемся с семьей, в них вообще нет ни одного гена татарского. Их дети закончили все татарскую гимназию. А дочка была на доске почета, как лучшая ученица татарской гимназии. Я бы об этом не знал, если бы фотографию там не увидел. Вот. Но это говорит о том, что у нас идет трансформация и внутри Татарстана, между народами. То есть отношение, оно меняется друг к другу. Ну, в 90-е годы, когда приезжаешь в Воронежскую область, тебе говорят, а вы иностранец, вы же из Татарстана. То есть там немножко другое было восприятие. Да? А в Татарстане здесь как бы смешение народов, оно дало свои плоды. То есть отношение людей друг к другу, оно немножко отличается от других регионов. То есть языки национальных регионов, они должны изучаться и как государственные языки этих регионов? Я считаю, да. То есть если татарин живет в Башкирии, он обязан изучать и знать башкирский язык. Хотя на самом деле это ему совершенно не трудно, потому что языки совпадают между собой на 98%. И без перевода друг друга понимают и разговаривают. Если там татарин живет в Мариэл, он обязан изучать марийский язык. Вот, без всяких там «но», «пригодится», «не пригодится». Вот. И я даже более того хочу сказать, если татарин живет в чувашском селе в Татарстане, и там преподают чувашский язык, он обязан его изучать вместе со своими соседями. И тогда не надо будет и говорить ни о какой дружбе народов, да. ни о какой толерантности, все будет да. само по себе. Все равны, все равны. Все равны. Вот когда кто-нибудь без очереди в магазине лезет, вся очередь возмущается, правильно? Вот. То есть не будем лезть без очереди, будем друг друга уважать, все будет хорошо. Вот недавно, только в прошлом году, мы приняли стратегию, да, развития татарского народа. Вы знакомы с этим документом, скажем так, мельком смотрел. Который будет для будущей нации, скажем так, да? Ну, как вы считаете, вот что еще необходимо сегодня внести вот в эту стратегию? На что нужно нацелить внимание в особенности? Знаете, на самом деле, вот опять-таки, я, может быть, однобоко выгляжу, да? То есть проблемы образования сейчас очень важны. Вот. Почему татары абсолютно почти все знают хорошо татарский язык? Ну, татар, который плохо знает татарский язык, я лично вот, не могу вспомнить. Все знают хорошо. Кто-то там с каким-то, может, акцентом говорит, и то их мало, да? Потому что это сработала система образования. И я считаю, система образования должна также срабатывать на сохранение языков. Вот таким вот образом. Но все-таки сохранять мы должны в семье, в первую очередь. Такого не бывает только в семье, или только в школе, или только на улице, или только по телевидению, или только кино. Да? Это комплексная работа. Но представляете, русский язык сохраняет только в семье. Через 2 поколения слушать невозможно будет человека. Его язык будет убогим. Или только в школе. Или, допустим, телевидение у нас переключилось на английский язык. Через 2 поколения дети будут говорить на английском языке. То есть это должно быть все вместе. Вот. И говорить о том, что татарский язык там исключение, то, что он теряет позиции, это неправильно. Русский язык тоже теряет свои позиции в мире. Вот. И слава богу, Российская Федерация уделяет этому внимание. Вот. Точно так же должна уделять и остальным языкам. И мы помогаем ведь этому, правильно? То есть и вот национальные регионы тоже вклад большой в развитие русского языка также. Ну, на самом деле, судя по результатам ЕГЭ, у нас все нормально. И, знаете, я со школьной поры помню, учительница русского языка Елизавета Петровна, она прямо нам сказала, правильный русский язык находится в Поволжье, не в Москве, не в Вологде, не в Ростове, а в Поволжье. И мои наблюдения это подтверждают, что правильно говорят в Поволжье. А в Поволжье это такой мультинациональный регион. Ну, что бы вы сегодня хотели сказать всем татарам? Каждый должен по мере своих сил и возможностей или все-таки немножко пойти выше своих сил и возможностей?
Знаете, каждый человек, независимо от нации, он сам для себя определяет вектор развития. Вот, и давать советы – это вообще последнее дело. Да? Я бы, наверное, знаете, на что больше внимания обратил? Мы живем в правовом государстве. Проблему мы обсуждаем, значит, она есть. И мне кажется, руководство Республики Татарстан, Российской Федерации на эти проблемы должны обращать больше внимания. Тем более пути решения этих проблем, они есть. Вот так. Спасибо вам большое, Исмагил Шакирович. А я напоминаю вам, что это была программа «7 дней плюс». И сегодня гостем нашей программы был доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Хуснуддинов Исмагил Шакирович. Бигзур Ахмад сізге. Сау болыңыз. Сау болыңыз.